Ну а в столице региона выходные запомнились игрой по мотивам произведения «Сталкер». Роль выжившего в постапокалиптичной пустоши примерил на себя и Дмитрий Аргунов. Пусть вас не пугают зловещие надписи, ростовые манекены, изображающие жертвы радиации. Мы не на тренировке силовиков, но согласитесь, место проведения страйкбольной версии «Сталкера» как никогда подобрано удачно. Все по-взрослому. Снаряжение, оборудование, реквизит. И играют здесь взрослые, хотя все мы в душе дети. И в домике болотного доктора, одного из персонажей игры, мы слышим ответ, почему все так серьезно. Ну, в чем суть игры? Наверное, погружение. Мы же, когда смотрим кино, мы себя представляем в роли героев. Когда мы играем в компьютерную игру, мы уже как бы за этих героев почти практически проходим. Стреляем, миссии боимся. А тут как бы даже реально воссоздать. В следующем эпизоде на нашу группу нападает псевдогигант. С ними толпа зомби, короткий бой и псевдогигант повержен. А у нас возникает вопрос. А почему всю эту энергию не направить на что-то полезное? У нас в армии был офицер. Он когда видел, когда солдат ничего не делает, ну, в курилке, там, вот бы всем лопату, и какая бы огромная яма получилась. Ну, можно и тушение пожаров, никто как бы не зовет же. Всего в игре, прошедшие минувшие выходные, приняло участие порядка 50 человек. И, судя по отзывам от игры, есть куда расти. Сюжетов множество. Радует то, что дисциплина и порядок проведения подобных взрослых мероприятий заслуживает поощрения. С порядком все было строго. Дмитрий Аргунов, окрестности Якутска.